Цунами – одно из самых устрашающих явлений природы. Оно представляет собой волну, образующуюся в результате подводных землетрясений или подводных извержений вулканов. Подходя к берегу, цунами вырастает в громадный вал высотой в десятки метров и обрушивается на берег миллионами тонн воды. Самые большие цунами в мире нанесли колоссальные разрушения и привели к гибели миллионов людей. Микс-шоу представляет самые мощные и разрушительные цунами в истории. 11 марта 2011 года у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентром стал город Сендай. Землетрясение было настолько сильное, что наклонило земную ось на 25 сантиметров и замедлило вращение Земли на долю секунды. Толчки были настолько сильными, что даже в Токио, которое находится в 380 километрах от эпицентра, качались здания. Землетрясение произошло в японском Жолобе, глубоководной океанической впадине, где сталкиваются Тихоокеанская и Охотская литосферные плиты. Более тяжелая в этом месте океаническая Тихоокеанская плита погружается под материковую Охотскую плиту, над которой располагается часть Евразийского континента и некоторые японские острова. Когда земная кора прорвалась, 300 километров океанского дна поднялись на 3 метра. Это привело в движение воду в океане. В результате этого образовалась волна, которая двигалась со скоростью 800 км в час. Предупреждение о цунами, выданное японским метеорологическим агентством, было самым серьезным по его шкале опасности. Оно оценивалось как крупное, высотой не менее 3 метров. Реальная высота была гораздо выше. Максимальная наблюдалась в префектуре Мияги и достигала 40,5 метров. Землетрясение произошло на расстоянии около 70 километров от ближайшей точки на побережье Японии, и первоначальный подсчет показал, что цунами потребовалось от 10 до 30 минут, чтобы достичь первых пострадавших областей, а затем дальше на север и юг в зависимости от географии побережья. Через час с небольшим после землетрясения цунами затопило аэропорт Сендай, который находится недалеко от побережья префектуры Мияги. Сильнейшие волны смывали все на своем пути. Автомобили, людей. Затапливали и разрушали здания. За несколько минут города превращались в море. Землетрясение связывают с еще одним не менее страшным событием – авария на АЭС Фукусима-1. Землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства энергоснабжения и резервные дизельные генераторы, что явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на первом, втором и третьем энергоблоках в первые дни развития аварии. В результате последовала череда взрывов на первом, втором и третьем реакторах. Попытки взять ситуацию под контроль продолжались довольно долго. Только 3 июня обстановка стабилизировалась.
Через 11 часов после землетрясения цунами пересекло весь Тихий океан. Двигаясь со скоростью 700 км в час, достигло берегов Калифорнии. Ущерб от катастрофы просто невероятен. Материальные потери превысили $200 миллиардов. Кроме того, Токио пришлось выделить значительные средства на проведение многолетнего мониторинга здоровья жителей Фукусимы. По данным правительства Японии, урон, нанесенный зданиям и другим объектам инфраструктуры землетрясением и вызванным им цунами, оценивается в $210 миллиардов. При этом в подсчетах властей не учитывался ущерб от аварии на АЭС Фукусима-1, который бы значительно увеличил сумму. Человеческие жертвы огромны. Официальное число погибших в результате землетрясения и цунами в 12 префектурах Японии составляет 15 869 человек. 2847 числятся пропавшими без вести в 6 префектурах. 6109 человек ранены в 20 префектурах. Наиболее пострадавшие от затопления города Рикудзин-Таката, Сёнтай и Ямада. Они практически ушли под воду. Город Минамасанрику лидирует по количеству пропавших без вести. 9500 жителей так и не были найдены.